Казбек Бойс намного легче, чем его защитить. Пятираундовый бой за титул чемпиона НАЙЗА-ФС в минимальном весе до 53 килограммов. Представляю вам судейский корпус. Главный судья Манап Кабдиев. Судьи у клетки Мухтар Канатбаев, Асылбек Исмагамбетов и Бакиджан Мухамбет Калиев. И со звуком сирены рефери в октагоне Аклеу Аскербаюлы. Представляю вам соперников. И первым бойца в синем углу. Претендента на чемпионский пояс. Ему 26 лет. Его рост 159 сантиметров, а вес 52,7 килограмма. Профессиональный рекорд. 2 победы, ни одного поражения. Дамы и господа, он трехкратный чемпион мира по ММА, представляющий клуб Еркин-Куш из Актабе, Республика Казахстан. Приветствуйте, Багдад Жубаны! А вот его соперник в красном углу октагона, обладатель чемпионского пояса. Ему 29 лет, рост 164 сантиметра, вес 52,9 килограмма. Профессиональный рекорд 4 победы, ни одного поражения. Дамы и господа, он заслуженный мастер спорта и трехкратный чемпион мира по рукопашному бою, действующий чемпион НАЙЗА в минимальном весе, представляющий клуб Дар против из Картая, Республика Казахстан. Приветствуйте! Казбек Саки! Я думаю, вы ждете этот бой так же, как его ждет Фаниль Рафиков, которого вы только что видели на своих экранах. Здесь нечего говорить больше. Здесь просто нужно смотреть. 5 раундов по 5 минут. Минимальный вес. На кону пояс. И на кону, кажется, корона. Лучший боец в этой весовой категории. Лучший боец Казахстана определится прямо сейчас. Жубаныш Багдад против Казбек Сагана. С места даже Алидар Булатович стал. Да. Дар как... против Еркин-Куш. Это в том числе противостояние клубов. Наконец-то и этот день настал. Долгожданный для казахстанского ММА. Все начинается с разведки. Пока ни одного удара. Высматривают. Ищут свою дистанцию. Да, у них 5 раундов. Торопиться некуда. Первая попытка на счету Сагана. До цели не доносит. Ну, знаете, Казбек Саган прошел сборы в Осетии по вольной борьбе. Но это все под как раз-таки Багдад Жубаныш. Это боец новой формации. Чемпион мира по ММА. Он хорош абсолютно во всех аспектах. И все это может продемонстрировать сегодня. Я хочу заметить, Багдад Жубаныш не просто чемпион мира по ММА. Он на данный момент в мире единственный трехкратный чемпион мира по Нурбек ММА. Карвала говорил о том, что кому-то удалось повторить достижение сейчас. Ну, возможно. Но он первый, значит. Да. Значит, он первый. Он первый, кому удалось стать трижды чемпионом мира по ММА. И тот, кому удалось доказать, что любительский ММА и профессиональный, но это не такие разные вещи. И здесь он тоже успешен. Пока у него чистый рекорд. 2 победы. Багдад. Да, напряженный бой. Очень много фейкуют. Много обманных движений. Припрыжку. Понимают, что здесь каждое движение неосторожное может. Пытается не застаиваться Казбек Саган. Первый легкий боковой. Попытка прохода в ноги. Да, и попал апперкотом Багдад Жубаныш. Но это его сила, разумеется. Да. Даже таким образом можно скрыть удар, что может оказаться роковым для Казбека Сагана. Но это заслуженный мастер спорта по рукопашному бою. Саган блокирует этот удар. И тут поскальзывается на встречном движении. И вновь Жубаныш обозначил этот проход в ноги. Размашистые удары. Прямой слева, боковой.
Ну, вы заметили, нет, Багдад Жубаныш чем-то напоминает Альби Идрис. Да, но это все-таки одна база. Проход в одну ногу. Зацепить удалось, но перевести нет. Да, и добавил коленом. Очень ловкий Саган. Буквально выскользнул он из Ну, рук знаете, соперника. если бой пойдет таким темпом, ну, я думаю, до решения не дойдет. Ну, даже у них разведка и то такая напряженная. И видите, какая Да, есть прям захват сзади. темпераментная, напряженная такая разведка. Багдад Начинает Жубаныш. обрабатывать, грузить, как правило. Ой, Готовит точно колени по бедрам. бедрам. Да. Но опять же, обездвижить, ну или скорее просто перестать. Да! Сбить темп. Ну, это И вновь бедро. Контролирует одну ногу. Не Опа. дает таким образом встать Сагану. И, по-моему, Да. поскальзывается Казбек даже не Да, поэтому. Казбек чисто своей физикой встает вместе прям с Багдатом. Видно, что физически очень крепкий. Хорошо набрал. Пока первый раунд за Жубанышем. Прижимает к сетке. Опа, Успевает боковой на боковой. коротке, да. Бросить в этот же момент. Но Казбеку надо быть осторожным. Блокирует. Любое мелкое пространство для Жубануша — это удар, выброс удара. Ух, на отходе мог бы и коленом сейчас засадить Жубаныш. И боковой, Неаккуратно. да, после Кайли красиво прошел, но до цели не дошел. как И в говорится. этом отношении, правда, с Алибидовичем похож. Да. Вновь рабочий колени. И тоже плечом даже в момент клинча там заряжался Жубаныш. Больше акцентированных ударов. Вот и Саган. Бросает двоечку. И здесь боковые. И слева, и Все справа, по защите, по-моему, оба все удара. по защите, руки на месте у Багдата. Ну а здесь... О, падает Жубаныш! Но я не знаю, поскользнулся ли. Однако сразу после этого лезет в борьбу. Сзади оказывается Казбек Саган. Не-не, нормально. взгляд всё Прижимает у хороший, сетки. кажется. Мне кажется, просто покрытие Да. как будто бы Ну, скользкое. потряс. Был удар ощутимый, но не настолько, чтобы... Главное, чтобы Казбек сейчас не форсировал. И, как говорится, это все энергозатратно же. Сердце начинает чаще биться. О, Ой, колено! колено. И опять на отходе. Да, это что-то такое вообще. Осталось всего лишь 15-17 секунд. Ой-ой-ой. Какой первый раунд? Какой первый раунд? Саган против Жубаныша оправдывают все ваши ожидания. Я вам говорю, навряд ли этот бой дойдет до решения. Но Казбек как прям пройти такую заряжается. дистанцию? Ё. Это финальные 10 секунд, а парни готовы зарубиться. Таким темпом, мне кажется, до решения не дойдет. Очень много сил потратили. Вроде и разведка, но много ярких моментов было. И мне кажется, очень сложно сейчас судьям выбрать, принять какое-то решение. Да, безусловно, можно и тому отдать. Но мне кажется, чуть-чуть был покачественнее бой показал Багдад. Почему? Потому что он контролировал и больше работал. Первые 4 минуты, Был безусловно, вот, тейкдаун, да. вот что случилось уже ближе к концовке. Очень качественно вырывается. Здесь зарядился. На лоу-кик, по-моему, в район колена попал. Но при этом Жубаныш очень быстро перехватил Сагана. Вновь и Нурбек Абдрахман, да? Не ошибаюсь, да. Да, В углу. Нурбек Кабдрахманов, Азамат Мархабаев все рядом подсказывают. Дастан Намангелде. Все они члены клуба Еркин Кыш. У меня ощущение, как будто Казбек на вас посмотрел, да? На меня посмотрел. Да. Так как я ранее говорил, что мое мнение, что Багдад его выиграет. Может, он это знает и думает, ну как, бой. Нормальный бой, Казбек. Очень достойный бой, красавчик. Это только первый раунд. Я друзья. как бы оба казахи, оба наши близкие, поэтому пусть выиграет сильнейший. И Но опять. поскольку Багдад намного ближе мне, мы с ним сколько сборов, сколько в зале были, поэтому как бы, конечно, ну, в любом ситуации надо выбирать. Я Поэтому, понимаю прекрасно и во многом благодарю за честность. да. Я думаю, это для зрителей. Очень сложно оставаться равнодушным в такой ситуации. Конечно. Еще сложнее как-то это скрывать. И даже, наверное, неправильно. Вы здесь в роли эксперта, да? Так что
Ну, Бэкфист от Багдад Жубаныша. В одну ногу пытается. Ой, и сам оказывается снизу. да, Жубаныш Хазбек видишь, неожиданно. очень сильный. Как Очень он сильный. грамотно перенес вес, Да, буквально да. навалившись на Жубаныша. И теперь будет пробивать боковые, как я понимаю, что он из этого положения попытается Но сделать. мне кажется, на этот бой Багдад выглядит меньше и легче. Ну, как бы, чтобы быть, видимо, скоростнее и быстрее. Потому что не зря же прозвище у Хазбека Флэш. Да, ну Казбек говорил вроде как, что это может быть последний бой для него в этом весе. Возможно, Дальше в да. 57 наилегчайшую. Ну, я вам скажу, в 57 его ждет очень интересный такой проспект, чемпион. Это наш, мой земляк, наш близкий Гияс Ирингаипов, который уже доказал всем, что он не просто в этом весе и не просто так обладает титулом. Жубанаш все-таки понятно, что в партере хорош. И снимает с себя соперника. О! Саган! Нет, Вот не видите как. ухватиться. Он буквально соскользнул с него. И опять Жубанаш сбрасывает с себя этот мешок. Вроде начало боя, смотрите, как сколько сил уже потратили, смотрите. Да, опять перевод. опять! Ну, в две ноги! И оказывается сверху, но Саган вновь вылазит. Не зря проходил он эти... Сборы В в конце Осетии, концов, да, сборы в там с Осетии, хорошими да, вольниками, да. титулованными. Не просто так. Растягивается, Но пытается. я вам скажу, с такой манерой боя, с таким темпераментом, как говорится, с таким темпом, надо физические кондиции тоже учитывать. Идет на удушение. Выхватывает одно колено Багдад Жубаныш. Не дает возможности встать. Но уже здесь никак нет. Просто. А теперь сбрасывает он. И Саган. Сколько сил тратят парни во втором Саган раунде. очень Чума просто. Хазбек был. Саган очень много сил тратит, Да, потому один что раз чувствует бросил, свое во второй. физическое Все. превосходство. Сколько кульбитов, сколько переворотов, сколько энергии, сколько сейчас сил Посмотрите, тратит на парень. левом глазе у Хазбека, кажется, какая-то гематома, из глаз покраснел. Видите, он постоянно Да. моргает. Видимо, прошел какой-то удар Багдата. Когда, скорее всего, находился в позиции сверху, заряжается на апперкот, вместо этого пропускает. Да, Хазбек очень сильно вкладывается и прям хочет уронить Багдата. Но Багдат все видит, все блокирует. Очень грамотно. Да, высокий IQ свой показывает, хорошую тактику, хороший геймплан, то есть по позициям разбирает, не дает пристреляться Хазбеку и как бы навязывает свою игру. Очень грамотно уходит с линии атаки, постоянно двигается теперь Жубаныш. Понимая, наверное, что Саган будет искать вот эту возможность для решающего, мощнейшего удара. Опять для минимального веса у этих парней очень серьезная физическая мощь. Чем-то напоминает бой Генри Сихуда и мышонок Димитрий Джонсон. Саган мне что-то напоминает внешне даже Сихуду. Да, я говорю, а этот Багдад Жубаныш как Мышонка. мышонок, да, Димитрий Джонсон. У сетки продолжится. Ну, я вам скажу, Димитрий Джонсон это легенда. Он столько шуму навел. Даже из-за него там закрыли дивизион. Здесь нет вопросов. Да. Абсолютно легендарнейший Поэтому боец. хорошее сравнение. Как казахи говорят, жестовосно. Да? Для Багдад Жубаныша. Что ж, минута. Да, ребята По-моему, оба задышали. пытаются Очень высокий отдышаться темп. просто. Оба задышали, да. Ну, осталось 40 секунд. Поэтому очень тоже такой непростой раунд. Если бой будет так продолжаться все 5 раундов, больше всех мне будет жалко судей. Опять же, можно отдать и тому, но больше критики, больше, как О, говорится, Да, это блок. хейта будет на судей. 100%. Да, мне кажется, не за судейским решением тут нужно следить. Просто, мне кажется, нет какого-то серьезного плана у бойцов. То есть просто идем от раунда к раунду. Как Да, будет да. получаться, что случится, неважно. Тем более в этот момент, когда Смотрите. один удар может все решить. Смотрите, Алидар Булатович там прям переживает, волнуется. Да, не может найти себе место в этот Смотрите. момент. Ой, я помню, когда в свое время, когда я дрался с Фанилем Рафиковым, Алидар Булатович точно так же переживал, точно так же волновался. Шавкат Рахмонов там у Казбека Сагана в углу. Да, конечно. С такой поддержкой, с такой командой он будет драться до конца, это однозначно. Ну, у Багдата Жубаныша эта поддержка не меньше. Весь те, кто без с ним. И я уверен, что сейчас у экранов своих телевизоров, смартфонов и так далее. Да. Да и здесь десант-то большой.
Процентов так на 70, на 60 заполнились трибуны Алматы-арены. То есть около 3,5-3 тысяч зрителей сейчас здесь. Но шумовая поддержка, конечно, мощнейшая. Я был в Ахтубе, я знаю этих людей, ну, то есть этот менталитет. Они своих будут поддерживать в любой ситуации. Даже взять Жалгасу Жумагулу, Сергея Морозова, там, Гойти Дазаев, Ермек, Даурен Ермеков. Как бы там ни был, какой исход бы ни был бы, они все равно своих бойцов любят, поддерживают и как бы за них до конца топят. Но это большой пример для всех нас и для всей аудитории. Этот патриотизм к городу, к месту, где ты родился, где ты живешь, это правда большой пример для многих других регионов в том числе. Но даже несмотря на то, что Артем Резников уступил свой поединок, неудачно сложился бой у него, все равно его не меньше любят и много, ну, очень сильно уважают. И он сам удивлен, приятно удивлен. Пусть он не из Актубе. Насколько я помню, Не Артем из же Актубе. из Тараза. Не, он Артем, и он из Риддера, Да, Восточно-Казахстанской Восточно-Казахстанская область. Но в данный момент живет в Алмате. Багдат Жубанаш. Занимает центр клетки. Чем-то напоминает начало первого раунда. Тоже очень аккуратно начинают бойцы. Пытается оттолкнуться от сетки Саган. Не прижиматься. Что-то отвоевывает пространство. Действуя активный. Так, чуть в припрыжку. Как бы взлетая и намекая на то, что сейчас будет молниеносная комбинация. Да, если честно. Саган доносит один удар. Левый прямой. Хороший бой, вообще конкурентно, они друг друга стоят. Смотрите, как прям много ложных движений. После Готовят этого- тщательно свои атаки. Приятно смотреть. До этого обычно следовал удар коленом, либо на выходе там пытался Жубанаш зарядить. Здесь в одну Ой-ой, ногу какой красивый переводит. перевод. Да, в одну ногу. Да. Теперь Багдату нужно работать с этой ситуацией. Уф, и из этой Не ситуации оставить. два Смотрите, локтя. локти, да. Казбек Саган. И мне кажется, Жубанаш ровно поэтому поменял позицию. Ой, Успел пробивает по встать. корпусу, да. Ну, Хазбека физики много, и он хорошо подготовился к борьбе. Видите, Вот как так. легко Ну не встает. дает, не дает. Теперь уже в две ноги пытался. Да. Саган тоже приплясывает буквально. Захват. Легко, смотрите, Из-за как спины, срывает, да. да, срывает, но не может Ой. уйти. Все равно впился в него. Вот и сейчас. Ногу очень вовремя просунул и не дал возможность Сагану развернуться. Может быть, Теперь получится. сам атакует. Со спины окажется нет. Вновь разворот. Свип от Жбанаша. Ё-моё, что они Сколько делают? Что там? они творят? Скажите, что это Вот такое? это принципиальное противостояние. Вот Не теперь вы хотят. понимаете, что на кону все абсолютно. Ни на сантиметр вообще не отдают свою позицию. Прям реально войны. Это война. Это война, действительно. Жбанаш. Вот и первый раз, ну, так, на такой оверхенд. Да, такой Замахнулся он. размашистый Да, боковой, да, да, да. Вложился. Прямой! Ой-ой-ой-ой-ой. От Казбека Сагана, по-моему, проходит. Или, по-моему, в Нет, ответ тоже, Хазбека, кажется, болтанула. Хазбека да? болтанула. О, Ой, и ой, вновь, еще раз и вновь, качает. и это ощутимо в нос. Да, да. Прилетает. Нет крови, но Но вы сами ощутимый, все да. видите, точно. Два джеба. Там тяжелые. наш удар у Багдат Жбанаш. Щуплый парень, казалось бы, Он 52 бьет килограмма. хлестко. Он Резко и бьет. хлестко, да. Жестко. Да, может быть, он не нокаутирует, но точно наносит серьезный урон. Попеременно просто инициативу перехватывает один, следом уже другой. Атакует теперь уже Казбек Саган. Наступает бэкфист! Нога. Прям Как он это комбинирует? То есть это бэкфист, следом сразу колено при выходе. Ну, я вам скажу, это он не готовит, это у него на автомате все вылетает, потому что они там годами все это оттачивают. Уф, меняет этажи по корпусу, следом попадает боковым Казбек Саган. Не остается в долгу, два прям по корпусу опять теперь пробивает Саган! Вот и проход. Да, Жбанаш вновь в одну ногу тянет. На выходе заряжается на апперкот, но по воздуху проходит этот удар. Третий раунд.
охота вообще просто молча сидеть и смотреть. 5 раундов, друзья, ну это правда. Да, Это третий какое-то раунд искусство. заканчивается, да. Вот Ой. потому ММА это тот вид спорта, который, ну, нельзя называть бойцов там какими-то машинами, да? Да, здесь нету слабых, все сильные. Здесь Да. столько творчества, что мы видим исполнение этих парней. Ой-ой-ой. Но при этом и жесткая рубка. Саган пошел. Жбанаш на колено присел. И Ой, этим да. самым коленом он попадает по оппоненту. Жбанаш. Вообще. Какая челюсть. Без- Просто какая нету слов. голова у Сагана, а? Да, держак у него хороший. Сколько он может терпеть. Он показал это в бою с этим Шин. Опять проходит. А ведь Шин мощнее. Ой-ой-ой-ой. Пошли! Это Ой. 10 секунд. Просто размашистые луковые. Не Ё-моё. думают об обороне парни. Посмотрите на Хазбека, он просто с каждой минутой становится все больше и больше, прям заливает его. Не боец, а прям культурист. Здесь вообще ничего нельзя прогнозировать. Просто этот бой может пройти как всю дистанцию. Конечно, это уже более предсказуемо, но надеюсь, что вы слышите сейчас углы. Впереди чемпионские раунды, мои самые любимые, 4-й, 5-й, я вот люблю эти раунды. 2-й, 3-й еще не так люблю, но 4-й, 5-й, я вот прям это мое, я прям обожаю. И смотреть, и работать. Причем здесь начинается, ведь как обычно говорят, Да, здесь да. начинается другая Чемпионские история. раунды, да, Здесь да, начинается другой бой абсолютно. Здесь сила воли, как говорится, характер, то есть воля к победе. Ну, здесь все, вот в этих раундах все. Поэтому надо отдать всего самого себя сегодня и сейчас, чтобы завтра потом не жалеть об этом. Я бы мог бы сделать так, почему я не сделал не так, чтобы этого не было, надо сегодня и сейчас это сделать. Это та самая мотивация для чемпионов, для тех, кто готов творить историю, для тех, кто готов перевернуть новую страницу. Казбек Саган. Хазбек Саган должен думать, что у него пояс уходит из рук. А Багдад Жбанаш. да, он должен понимать, что ему завоевать надо этот пояс, и как бы не просто решением судей, а реально показать. Они встречались в финале чемпионата мира по ММА. Тогда победу одержал Багдад Жбанаш. Превосходство в борьбе тогда было ощутимое. Ну и физические кондиции у Хазбека не такие были, как сейчас. Саган. Но двигаются все так же свежо, парни. Ну, знаете, Бэкфист. я вам скажу, Багдата я таким еще не видел. Но на сегодняшний день он не в самой своей лучшей форме. Я видел его, когда он был в хорошей форме. Я видел, как он реально поймал свой кураж, как говорится, и работал так вот. Такие комбинации, такие финты выкрутасы делал, что сегодня этого не вижу. Почему? Ну, не знаю почему. Может, геймплан такой, может, что-то не то. Может, я не знаю. Но сегодня Багдад не в самой лучшей своей форме, я вам конкретно могу сказать. Может быть, действует скорее аккуратней. Ну, возможно. К тому же Алиби Идрусу давали много возможностей. Там было огромное количество опций. А вот у Жбанаша нет. Пытается раскручивать, пытается провернуть, пытается бросить. Не получается. У Сагана уже все проходит в обороне. Ну, Казбек после своего крайнего боя очень хорошо набрал. Хороший боковой прошел от Багдата. Видите, у Хазбека даже сечка вроде на носу, покраснение есть. Бэкфист! Впервые от Казбека Проваливается, Саганом. Да, проваливается. Как С будто него этого ждал Багдад, чтобы проваливает, перевести его да. и забрать спину. Он так действовал уже на протяжении всего 3-го раунда. Ждет атаку, затем контратакует сам. Идет либо в одну ногу, а здесь и вовсе оказывается сзади. Ну, это Контролирует со спины. очень хорошая позиция. Но мне кажется, в этом бою Багдад уступает ему как и физически, О, так все. И опять провалится. И вновь сзади. В широкую стойку пытается развести шире ноги сейчас Казбек Саган. Вновь бедро. и, ну, я думаю, Багдату надо что-то делать. Что-то менять. Не просто забирать спину и сушить, а именно по позициям разбирать.
Раскручивается Ой, с Саган, колена, опять ой, с колено. колена, Но да. уже не кажется, что так много мощи было в этом ударе. Прямой. Левый прямой от Багдата Жубаныша. Ну, мне кажется, Хазбек заряжается, хочет одним ударом просто уронить. Уже бьет одиночные, тяжелые. И ну, тяжело двигается. Но пока это все не проходит. Да. Чуть заторможенная реакция у Казбека Сагана. Ой, Ну и при ой, этом локти Жубаныш сам пошли не какие, выдает. да. Да. Хорошие локти. Как адрес может. Ну вот и в одну. Мы И видели, очень легко снимает. мы видели, что происходит после локтей. Алиби Идрис нам показал. Лицо у бразильца было прям в сечках. Казбек Саган наваливает Так всем открыто весом. прям пошел. Да, да, да. Да. Не скрывая своих намерений абсолютно. Но я вам скажу, а Багдата Жубаныша не так легко забороть, потому что было в Астане, проходил фестиваль в Wrestling Stars. И с Багдатом боролся чемпион мира по греко-римской борьбе. Багдат его за 1,5 минуты 10-0 катнул. Это о чем-то Чемпиона говорит. мира? Чемпион мира с Узбекистаном по греко-римской борьбе. 10-0 Багдат. Представьте себе, Да. а? Поэтому, Хоть это далеко не его профиль. да. Жубаныш. Саган. Одно из главных событий турнира Найза 52. Совместного турнира с Урал ФС. Да, долгожданный. Вновь поединок. минута. У меня такое ощущение, что как только углы подсказывают о том, что осталось именно 60 секунд, парни начинают заряжаться по-особенному. Ну и трибуны. Да, поддерживают своих бойцов, скандируют, гонят вперед, ждут каких-то Саган, действий. Саган, кричат Да. они. Смотрите, Жубаныш. как хорошо защищается Хазбек. Да, и не, по-моему, чуть ли не один тейкдаун. Ну, то есть, если и проходит, то контролировать не удается Багдат Да. Жубанышу. И вот, видите, сечка открылась от бокового левого у Хазбека под правым глазом. Очень много пропускает. И до этого ведь оно было, по-моему. А? По-моему, и до этого это гематома возникла ведь. Не, гемодом возник, а именно сечка пошла уже под глазом. Пытается Почему-то я не подразнивать. вижу Багдата вообще вот этих финтов, и Арсенал он не весь свой тут показывает. Я не знаю почему. Видите? Что-то не то. Ну, это мы 5 узнаем секунд после боя. остается. Казбек Саган. Но Впереди 5 минут, что решат судьбу. я вам скажу, пояса. смотрите, да? Вот я вам, смотрите, скажите, вот внимание, обратите на вот сейчас судьям, да, тяжело вынести вердикт. Но если посмотреть на лица бойцов, то по урону можно понять, да, кто больше ударов набросил и какие были удары. Если посмотреть на лицо Багдата, вообще чистое, как будто там по нему ни разу не попали. Хотя несколько ощутимых ударов было. Лицо Хазбека вся в гематомах, в сечках, ну и как бы, ну вот смотрите, все в защиту, все как бы мимо. Поэтому я не знаю, как судья будет, конечно, вердикт свой принимать. Здесь однозначно, как бы, видите, намного точнее был Багдат и урон за ним. Поэтому, мне кажется, с минимальным преимуществом ведет все-таки Багдат. Смотрите, видите? Абсолютно чисто, вообще ничего нету. Никакого урона. Но бой, где еще есть интрига. 5 минут, друзья. Саган точно может зарядиться на один мощный, нокаутирующий удар. Ну или тот, что потрясет Багдата Жубаныша. Смотрите, Алидар Булатович сам лично зашел в октагон, подбадривает своего ученика, своего, как говорится, подопечного. Да, это высокого стоит, это, как говорится, ну, не каждый так сделает. Поэтому я знаю, что Алидар Булатович, он прям душой и телом болеет за казахстанским ММА и всегда поддерживает. Таких бы людей побольше, и у нас, я думаю, давно были бы чемпионы UFC, если честно. Поэтому респект таким людям и уважение. 5 минут. Пояс в минимальном весе на кону. Казбек Саган против Багдата Жубаныша. Уважение превыше всего. И оно все так же присутствует в отношениях этих бойцов. Прекрасный бой Да, на Алматы-арене. я вам скажу так, если в этом раунде бой закончится досрочно, я не удивлюсь. Все может быть. Смотрите, ребята, какие заряженные. Жубаныш все-таки прессинг осуществляет. Да, Жубаныш зовет в открытую отдавливает. рубку Хазбека и сам давит. Саган выбрасывает левую. Одиночные удары. Вот знаете, у Багдата есть какое-то вот это вот, знаете, какой-то вот то ли дар, то ли какое-то чувство есть, то ли какой-то вот, я не знаю, он
вот удар летит ему в лицо, и в этот момент он чуть-чуть смещение делает, и этот удар идет либо вскользом, либо мимо. Вот откуда вот, да, такой? Это рефлекс Ну, потрясающий. или Всё равно рефлект, человек- или это талант, или это реально, как говорит, такой тайминг, смотрите, показывает. Обратите внимание, вот, ну, ни разу Хазбек по нему не попал, ощутимо, вообще не попал. Все мимо, все вскользь. Может быть, в этом раунде что-то будет? Ну-ка, правый боковой проходит мимо. Вновь! Саган не попадает. То ли он подсаживается, На или встречных уклоняется, курсах. да. Саган по корпусу. Так, О, оттолкнуть прямой, хороший. да. Готовил это Дошел правый, до цели, да. правый прямой, и он, собственно, Как и оверхенд. доносит Ой, его. Вот с ноги. линии атаки уходит Саган. Ой, джеб Резко зашел, перемещается. да. Ну, у Багдада все хорошо получается в этом раунде, я вам скажу. Все туда. Саган. У него нет другого выхода. Ему нужно Да. пытаться сейчас вырубить Да, своего нет, соперника огрызается, наглухо. да. Все, видите, по защите, все по рукам. Но не может будто бы найти свою дистанцию, вот комфортную для себя. Ну, чуть-чуть неуверенно как будто действует Хазбек. Опа, вот и прямой пришел от Багдада. Ну, то есть пытается ближе, Ой, и в вот и этот момент боковой, что? да, от Пролетает, Багдада конечно, еще, проход. да. Хазбек чего-то ждет, но не знаю. Контратаку, видимо, ждет. Но в этом бою почему-то Багдад тоже очень высокую скорость демонстрирует. И представьте, это они 20 минут уже отбились. Финальная 20. пятиминутка. 2,5 минуты Да, даже да, отбились. да. Казбек Саган проходит. Но опять, ну нет того урона, наверное, что хотел бы нанести Казбек Саган своими ударами. Ну, безусловно, я вам скажу, это, наверное, бой вечера. Прям вот действительно рубка. Оба вообще бескомпромиссные ребята, вообще не хотят сдаваться, не хотят делать шаг назад. И этот, прям, я думаю, бой вечера они заслуживают. Впереди бой Галама ТТ и Даурена Ермекова с Русланом Шамиловым. Друзья, не пропустите. Вячеслав Даци, конечно, будет биться с Галымом. И это одно из главных событий нашего вечера. Жбанаш, разрывая клинч, заряжается на боковой опять. Такой крюк. Ой, опять джеб, опять Хазбека болтает. Смотрите, смотрите, Оу. качает его прям. Я не знаю, почему поехала Багдад ли только не нога? дорабатывает. Ему нечего рисковать. По-моему, он понимает, что бой складывается в его пользу. Да, да, Все-таки Багдад Жбанаш. очень Две грамотно ноги, ведет да, этот бой. вот да. теперь тейкдаун. Даун перевел. Да. И уже на спине его соперник. Тут Смотрите, можно маунт. законтролить. Да. Ой. Ну как выходит? Я же говорю, Багдад сегодня сам не свой, он не похож на себя. Да, у него все хорошо получается, да, все, бой идет под его диктовку, но... Ой, Оу! Немного не ой, хватило. апперкот, смотрите, прошел от Жбанаш. Багдада, да. Его сила в борьбе, Да. безусловно. Ой, еще И раз опять, болтанул, и да, опять. джебом Поехали. болтанул. Какой-то танец. Ну, знаете, я говорю, даже если сегодня Багдад сам не свой, но все идет по его плану, он ведет этот бой однозначно. Вначале мне казалось, как будто равно, но если приглядеться, то вообще все идет как под копирку. Одиночный удар выбрасывает Жбанаш. Саган. Ой-ой-ой. Оборот. Ну Смотрите, как он вывернулся. сколько пытается совершить Жбанаш, кажется, ожидал, что навалится на него Саган в этот момент. Мне Казбек. кажется, Хазбек устал. Прям на морально-волевых. Ой, колено проходит от Багдада. Опять в район бедра. Осталось всего лишь считанные секунды. 15 секунд. Интересно. И Что видят судьи? Мне самое интересное. 10 секунд. Ой-ой-ой, Жбанаш опять покачнула. Двойка зашла от Багдада. Жбанаш. Смотрите, опять Можно качнула. порубиться здесь в самой концовке. В ногу идет одно и все, друзья. Ё-моё, Казбек да, Саган, да. Богдан Жбанаш. Третий по значимости бой турнира Найза 52 уже состоялся. Жбанаш из последних сил залазит на ограждение для того, чтобы поблагодарить своих фанатов. Что за бой, друзья? 25 минут высочайшего темпа. Сумасшедший поединок. И у Сагана есть еще силы и энергия для того, чтобы вскочить сюда. Но мне кажется, он больше устал, чем Багдад. Потому что весь пятый раунд пятился назад и только защищался.
Ну и четвертый и третий раунды. Дайте мне пояс, кричит Багдад Джибанов. Кричит он на судей. Да, да. Имеет право. Да, действительно. Его здесь любят, как и Казбека Сагана. Узнаем решение. Вскочил и выпрыгнул. Да, даже, он на Багдад судьи Джибанов? кричит, говорит, дайте мой пояс. Запрыгнул на их стол. Ну, я вам скажу, это бой вечера. Возможно, и бой года будет. Потому что такой пятираундовый бой. Конкурентный, чемпионский, сложный да. для оценки. Решение, конечно, за судьями. Но мне кажется, за счет борьбы Багдад Джубанов сегодня Да, да. может одержать победу. Но не только за счет нее, все-таки и за счет большего Интересно, количества конечно, как акцентированных судьи ударов. решили это, но Посмотрим. Решение только за ними. Не за комментаторами, не за экспертами, не за зрителями. Багдад Джубанов, Казбек Саган. Да, время поджиматься. Что-то вместе с Алиби Эдросом они приготовили, ребят. Что-то отработанное здесь. Уважение от угловых обоим бойцам. да. И Алидар Тимуратов сам появляется. Да, Элидар Булатович сам зашел в клетку, поблагодарил команду Иркин Кош. Да, поэтому Отдельно он приветствует Нурбека Абдрахманова. Мне кажется, Нурбек заждался своего шанса, и он должен быть следующим бойцом UFC. ну, я думаю, Нурбеку еще надо подраться за пояс 66 килограмм. Тем более он был чемпионом ранее. И у него все есть для того, чтобы стать чемпионом. Что за бой? Что за бой? Валидольный бой, это вот про них. Вы довольны? Пишите в чат, друзья. Я доволен, но мне интересно, что решат судьи. Но Есть- да. сил немного. Сил немного, что у того, что другого. Но такую дистанцию пройти. Такую дистанцию пройти. Шавхат зашел внутрь, да. Выслушаем судейские решения. Господа, Что-то они долго думают. на ринг Анонсов все никак не выйдет. Да, они что-то долго думают, долго принимают решение. Но это хорошо, это будет обдуманно, взвешенно. Уважаемые дамы и господа, прежде чем будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Итак, по завершении титульного боя обратимся к судейским запискам. Первый судья 48-47 Сагын. Второй судья 49-46 Жубаныш. И третий судья 49-46. Таким образом, раздельным решением судей одержал победу и, оставаясь не знающим поражений, остается чемпионом Казбек Саган. Казбек